Авария произошла сегодня утром. Оба пассажира легковой машины, муж и жена, погибли на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются. Еще одна авария со смертельным исходом произошла накануне. Водитель 14-й скончался на месте. И снова ДТП со смертельным исходом. Авария произошла во вторник вечером на автодороге Назрань-Малгобек, в результате которого погибли 2 человека. При выезде из селения Нижние Очулки водитель Приоры сбил лошадь. В результате дорожно-транспортного происшествия, в результате наезда водителя автомобиля и его пассажир скончались. Это ДТП произошло уже в Троицком. На днях лоб в лоб столкнулись 2 автомобиля ВАЗ-2110 и Лада Калина. По предварительным данным, водитель ВАЗ, 48-летний Беслан Катиев, в попытке обгона выехал на встречку, после чего и произошло столкновение. Ехавшая на большой скорости машина несколько раз перевернулась и упала в кювет. Еще 2 пострадавших, водитель и пассажир Лады Калины, также доставлены в больницу со множественными ушибами и травмами. По проверке базы данных было установлено, что водитель автомашины ВАЗ-21101 Катиев был лишен управления прав на 24 месяца. И снова ДТП. Лобовое столкновение пару недель назад уже в селении Сурхахи унесло 2 жизни. Водители погибли на месте, а от машин осталась буквально груда металлолома. Как правило, более 200 нарушений скоростного режима – это только за день. По всей республике эти нарушения попадают в поле зрения 2 десятков фото- и видеофиксаторов, которые, по сути, должны принуждать водителей соблюдать установленные скоростные режимы на участках. Но ежедневная статистика нарушений говорит об обратном. Такие меры действуют лишь на единицы. На сегодняшний день идет согласование мест установки стационарных комплексов фото- и видеофиксации, которые будут фиксировать не только нарушение скоростного режима, а также правила обгона и проезда перекрестков. Несмотря на все предпринимаемые меры, нарушителя пока меньше не становится. Превышение скорости, обгона, непристегнутый ремень безопасности. По сравнению с тем, что в последнее время участились случаи вождения в нетрезвом виде, это даже кажется самым безобидным. Сотрудники ГИБДД выходят на патрулирование дорог после 9 вечера. Именно к этому времени наблюдается высокий процент нарушений. Алкотестер за несколько секунд определяет состояние автолюбителя, хотя чаще всего и без медицинского освидетельствования понятно, что человек собой-то управлять не в состоянии. Что ж говорить о транспорте. Все. 0,05. Булат Нальгиев за рулем чуть больше года. Опыт сравнительно небольшой, но он уже успел усвоить для себя главные правила буквально выживания на ингушских дорогах. Кстати, очень забавная черта в плане вождения, и она... Вот ее нет в других городах. Но в Ингушетии это нормально. Например, если мы пропускаем пешехода на пешеходном переходе, мы включаем аварийку, чтобы подсказать другим водителям о том, что вот я кого-то пропускаю, будь осторожен, не обгоняй. В других городах человек подумал, что кто-то заглох просто и пошел бы на обгон. Проехавшись по дороге, соблюдая все ПДД, как бы парадоксально ни звучало, дошло до того, что именно примерный водитель зачастую может создать помеху и стать виновником ДТП. Я соблюдаю правила, но при этом я причина. Обычно здесь ограничение в 90 км в час, а таки совсем 109. А далее Булат решил проехаться уже, как говорится, чисто по-ингушски, подстраиваясь под ситуацию. Рискованно, конечно, но по-другому, по всей видимости, здесь просто не проедешь. Как правило, нарушают в основном молодые люди. На их наглое поведение на дорогах опытные водители жалуются частенько. Осторожно, корова! На дорогах республики уже впору вывешивать еще и такие предупреждающие плакаты. Правила дорожного движения нарушают не только водители, пешеходы, но и домашний скот. Животные нередко выходят даже на федеральную трассу. Бесхозно разгуливающие животные не раз становились причиной ДТП. Особую опасность они представляют на дорогах ночью. Здесь водителю необходимо быть бдительным вдвойне, так как при ближнем свете фар животных просто не заметишь. В этом направлении идут уже на крайние меры. Теперь каждый вечер на дорогах республики будет дежурить специальная группа. И хозяинам животных уже будут применять жесткие меры. Мы планируем провести небольшое мероприятие. Все-таки обратить внимание, у нас есть некоторые поселки, на которые мы акцентировали внимание, где именно есть эта проблема. И поговорить и с жителями данных поселков, и с администрацией.
Без внимания также не остаются и дети. Сотрудники ГИБДД проводят частые встречи со школьниками, а также под особым наблюдением находятся и автошколы. У нас пришло очень много мероприятий именно с учащимися автошкол. Мы проводим для них день открытых дверей, мы показываем, как работает служба ГИБДД, для того, чтобы они понимали, что не только нужно получить права, выучиться в автошколе, но еще и соблюдение правил дорожного движения. Это будет залогом их безопасности. Ну а история одной молодой перспективной студентки Мадины Ахильговой, которая в будущем могла бы стать хорошим пластическим хирургом, наверное, знакома многим. История человека, до заветной мечты которого, казалось бы, осталось рукой подать. Один злосчастный случай навсегда усадил ее в инвалидную коляску. Наглядный пример того, чем может обернуться лихачество водителя. Более 100 тысяч ДТП за 9 месяцев по всей России. Количество пострадавших – 47 тысяч человек. С особо тяжкими последствиями зарегистрировано 135 случаев. И только в Ингушетии с начала 2017 года произошло 155 дорожно-транспортных происшествий, 57 погибших и сотни пострадавших. Пугающая статистика, не правда ли? Индира Манкиева, Адам Кадзоев, Билан Таршхоев. Новости 24.